Глава республики Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона. Бурлунду Найортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Начну сегодняшнее видеообращение с торжественной ноты. Сегодня вручил государственные награды жителям нашей республики, труженикам, спортсменам, врачам, всем деятелям искусств, всем, кто честно работает, честно служит и улучшает и качество нашей жизни, и вносит очень серьезный вклад в экономику республики и страны. При этом это наши с вами земляки, люди, которые живут и работают рядом с нами. Вот хочу сказать, что, конечно, Республика Коми талантлива не только на спортсменов, но и на людей науки, на людей, работающих в основных отраслях нашей промышленности, и нефтяной, и в газовой. И вот когда действительно пишем ходатайство на федеральные награды, на президентские, то каждый раз в наградных листах понимаешь, насколько наши жители республики талантливые и многообразные, насколько они действительно заслуженно, а может быть иногда и не всегда вовремя получают и награды и президентские, и республиканские. Сегодня, кроме всего прочего, вручил награды и нашим паралимпийцам. Это отдельная строка и отдельное качество людей, которые, имея ограничения в своих возможностях, но в спорте проявляют себя безграничными возможностями, давая урок не только обычным спортсменам, но и всем людям. Также у нас сегодня получил один молодой ученый президентский грант. И отдельно хочу тоже сказать о наградах волонтерам. Наши волонтеры, особенно последние годы, показали себя с совершенно человеческой стороны. И их вклад в то, что людям, которым непросто, которым тяжело, инвалидам, больным людям, лежачим инвалидам, им оказывается помощь именно волонтерами. И это, конечно, незаменимый вклад в жизнь людей, которые действительно требуют такого участия. Хочу еще сегодня рассказать об очень интересном и важном событии, которое точно совершенно коснется и будет отклик в душе у очень многих людей, которые ждут переселения из аварийного жилого фонда, который уже не пригоден для проживания. Вот благодаря настойчивости правительства республики и слаженной работы муниципалитетов республики с правительством мы добились того, что фонд реформирования содействия ЖКХ выделил дополнительные средства Республике Коми на переселение. Причем правительство России рассмотрело возможность и ее предоставило нам с тем, чтобы мы могли досрочно начинать переселение тех людей, которые стояли в очереди на переселение в 2023-2024 годах. То есть мы именно вот этих людей досрочно начинаем переселять уже с этого года. Мало того, пересмотрен правительством России и фондом содействия и реформирования ЖКХ стоимость квадратного метра, что очень важно, потому что до этого момента стоимость была определена 2019 годом. Мы все прекрасно понимаем, что цены растут, и, конечно, цена квадратного метра в 2019 году и сегодняшняя отличается иногда в разы. Поэтому вот сегодня принято решение на уровне правительства России
что квадратный метр будет стоить в соответствии с сегодняшним уровнем цен, сложившимся на рынке жилья. Ну и буквально вот несколько все-таки цифр, чтобы вы понимали, насколько это масштабно. Будет увеличение расселения из аварийного жилья. То есть мы увеличиваем почти в 2 раза объем расселяемого жилья, это до 90 тысяч квадратных метров, что позволит переселить нам более 5 тысяч наших граждан республики. Ну и по деньгам, да, переселение будет в вот следующие годы в 8 наших муниципалитетах, это Сыктывкар, Воркута, Ижма, Кайгородок, Картирос, Троицко-Печорск, Усть-Вымь и Усть-Куломские районы. И на эти цели фонд содействия реформированию ЖКХ выделил нам дополнительно 2 миллиарда 900 миллионов. Это уже к тем 2 миллиардам 100 миллионов, которые уже сегодня пришли в республику и распределены по муниципалитетам. То есть в общей сложности у нас, в общей сумме у нас будет 5 миллиардов рублей на расселение из аварийного ветхого жилья. Считаю, что, конечно, это очень важная новость, и точно совершенно, я с этого начал, очень многих она коснется, чему я и правительство республики очень рады. И будем в таком же духе и продолжать дальше расселение аварийного жилья. По эпидобстановке мы немножко опять увеличились. Вчера, вы помните, было 49 случаев заболеваний за сутки, сегодня 53 случая. Но несущественное увеличение. Будем надеяться, что это такой суточный просто подъем. Посмотрим, как будет завтра. Не думаю, что там какой-то нам грозит подъем большой, потому что все-таки мы видим и по косвенным признакам, что на самом деле у нас сегодня практически переболевают именно те люди, которые, к сожалению, до сих пор не были привиты, переболели, может быть, уже, но это уже было давно, может быть, в первую волну, может, во вторую, и это по статистике именно об этом говорит, что болеют практически все непривитые, ну, соответственно, это именно та когорта, которая, к сожалению, у нас постоянно имеет тенденцию к заболеваниям. По коечному фонду мы пока тоже ничего не изменяем, потому что коечный фонд понемножку, но снижается по занятости. Вчера у нас было 188 коек занято госпитальных, сегодня 186. Ну и поэтому пока держим под развернутыми койками 381 койку. На сегодняшний день, уважаемые жители, у меня вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга, будьте здоровы. До следующей встречи.